В XIII веке Северокавказская плоскость становится частью улуса Джучи, и ингуши, не желавшие мириться с захватчиками, но не имевшие достаточных сил для борьбы с империей монголов, запираются наглухо в горах практически на 100 лет, окружив себя несколькими кольцами каменной защиты и превратив горную Ингушетию в удивительный бастион, до сих пор поражающий воображение каждого, кто посещает этот красивейший уголок Кавказа. Ингуши все время пытались вернуться на равнину, нападали, были какие-то стычки с монголами. Примечательно отметить, что начало конца Золотой Орды тоже связано с нашим регионом. Здесь состоялась решающая битва между Тохтамышем и Хромым Тамерланом. После этого произошли ряд таких событий, которые привели к распаду Золотой Орды. Наши предки с учетом наименьшего зла в этом сражении поддержали Тохтамыша. Почему именно? Несмотря на то, что монголо-татарское нашествие громадный вред причинило в XIII веке, но постепенно связи с золотоордынскими городами и золотоордынцами налаживалось. И самое главное, ингуши вновь начали обживать свои плоскостные территории. Окрестности селения Плиева Назрановского района. Здесь, на холме под названием Шейх-Гуф, находится единственный в своем роде на Кавказе памятник истории, известный науке как Борга-Каш. Могила Брагуна. Это ингушское название золотоордынского мавзолея, в котором до начала XX века покоился золотоордынский сановник Бек-Султан, скончавшийся в 1406 году. Судя по дате смерти, годы его активной политической деятельности в Золотой Орде пришлись на вторую половину XIV века. Многочисленные научные работы, посвященные установлению личности Бек-Султана, черпали информацию о нем из ингушских преданий. В них Бек-Султан представляется влиятельным союзником ингушей, которые начали вновь осваивать свои плоскостные земли, в связи с чем находятся в перманентной борьбе за них с различными кочевыми этносами на этой территории. Одно из преданий сохранило имена двух мужчин из Таргима – Бека и Малса-Гиджамха, представленных друзьями Бек-Султана, воюющими с ним в сражении на берегах Терека и Сунжи, двух рек, между которыми ученые и локализуют битву 1395 года. Одно из самых крупных сражений Средневековья, в котором одновременно участвовало около 500 тысяч человек. Однако